Здравствуйте, меня зовут Митярова Жансая. Сегодня у нас очередной 6-й урок по изучению системы Брайля. Начнем мы с вами, давайте, урок с повторения букв, которые мы уже прошли. Показываю вам картинку с буквой. На картинке первая точка. Первая точка, какая буковка? Вспоминаем. Правильно, буковка А. Далее, следующая буковка. Точки на картинке 1, 3, 4. 1, 3, 4. Какая буковка? Правильно, буковка М. Мама. Следующая. Буковка на картинке с точками 1, 3, 6. 1, 3, 6. Какая буква? Правильно, буковка У. Утка. Кто правильно назвал все буквы, похвалите себя. Молодцы. Теперь давайте начнем урок с прочтения буквы У и слогов с буквой У. Хочу показать вам, как выглядит буква У. Непосредственно вот сама буква У. 1, 3, 6. Читаем слева направо. Чуть ниже располагаются слоги с буквы У. Читаем. Давайте вспомним, как мы читаем. Обязательно ложим 2 руки на книгу, раскрываем все пальчики. По строке движется, получается, правая рука впереди, левая за ней. Читают указательные пальчики. Когда мы доходим до конца строки, правая остается на месте, левая рука возвращается к началу, спускается вниз, находит следующую строчку, застывает. Правая к ней присоединяется. Опять читаем строчку, дошли до конца. Левая возвращается к началу этой же строчки, спускается, ищет следующую, нашла, остановилась. Правая отпустила строчку и перешла к левой ручке. Итак, читаем всю страничку. Таким образом мы читаем с вами. После того, как мы прочитали, давайте с вами перейдем к изучению нового материала, новой буквы. Сегодня мы с вами пройдем новую букву, букву К. Клад. Как пишется? 1, 3. Буква К. 1, 3. Прописываем, у кого есть дома колодочки, на колодочке через одну клеточку букву К. У кого нету, приступаем сразу к прописи в приборе. Помним, да, как обычно мы вкладываем бумагу. Мы можем посмотреть, сколько строчек у нас уже написано и на какой строчке нам надо писать. Я посчитала, мне надо 7-я строчка. Мне нужна 7-я строчка. Отсчитываем от верха 7-ю строчку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отсчитали и начинаем уже писать. Прописываем через одну клетку до тех пор, пока у вас буква К не будет хорошо получаться. Когда мы уже вложили лист бумаги в прибор, как мы можем найти нужную строчку, нужную клетку? Мы грифелем, не надавливая, просто проводим по клетке и смотрим, если есть уже пробитые точки, значит здесь уже написано. Мы спускаемся ниже.
Здесь тоже написано, значит, нам еще ниже надо. И каждую строчку на первой клетке мы проверяем. Даже бывает, можно проверить вторую и третью клетку на всякий случай, вдруг это абзац, был отступ. Или красная строка, был отступ клетки. И уже когда мы понимаем, что пустая строчка, можем писать, уже приступаем к письму. Прописываем букву К, потом уже приступаем к написанию слов. Можно на колодочке, можно в приборе, у кого смотря что под рукой есть. Можно сначала слогов, можно слов, можно, например, К, да? Давайте сначала. К, 1, 3. Во второй клетке пишем букву А. Первая точка. К. Это слоги. Или Ку. К, 1, 3 в первой клетке. Во второй клетке пишем 1, 3, 6. Буква У. Получилось КУ, Ку. Можем написать слово. В первой клетке пишем букву М. 1, 3, 4. Во второй клетке первую точку, букву А пишем. И в третьей клетке букву К пишем. 1, 3. К, мак. Итак, какие слова вам придут в голову, такие пишите. Главное, побольше практики, и все получится. Следующее, что важно, это развитие осязания. Каждое занятие вам надо развивать осязание. Можете использовать вот такие картинки рельефно-графические. Легкие, лопату, ведерко, вилку. Для развития осязания. Вот. И до этого использовать те способы, которые я перечисляла для развития осязания. Всего хорошего, занимайтесь, пишите, читайте. До новых встреч!